Антиковидную плазму пациентам с коронавирусом начали переливать в Якутии. Ее получают от людей, которые уже переболели COVID-19. О новшествах медицины разузнал Петр Васильев. Плазму с содержанием антител впервые использовали в Якутии в лечении больных коронавирусом. Сама по себе плазма – это жидкость, состоящая из воды и белков, которые помогают иммунной системе человека бороться с вирусами. Для лечения ковидных больных применяют плазму, отобранную у людей, которые уже переболели этим заболеванием и имеют необходимые антитела. Как отмечают врачи, при введении плазмы пациент в тяжелом состоянии получает пассивный иммунитет к коварному заболеванию. Вот эти антитела уже готовы, человеку не надо самому вырабатывать эти антитела, они получают ее извне, и эти антитела уже внутри организма начинают работать, помогать организму бороться с этой инфекцией. Конечно, наряду с лекарственными препаратами и другими лечебными мероприятиями. Мы работаем по методическим временным рекомендациям, которые нам дает Минздрав России, и там очень узкие показания именно для этой плазмы. Это тяжелые пациенты, которые находятся в реанимации в основном, и у них так называемый острый респираторный дистресс-синдром или тяжелая пневмония. Первую процедуру подобного рода провели в четверг, 10 августа, пациенту гериатрического отделения Республиканской клинической больницы. Если до введения плазмы его состояние оценивалось как тяжелое, то спустя день после врачи уже стали наблюдать некоторые улучшения. Подобный метод лечения стал возможен благодаря работе станции переливания скорой помощи. Антиковидная плазма заготавливается от доноров-реконвалесцентов, те больные, которые перенесли COVID-19. На сегодняшний день переливание антиковидной плазмы находится в научной разработке. Широко ее используют это Институт Склифосовского в Москве и 52-я больница. Но так как есть временные рекомендации Минздрава России и есть приказ временной рекомендации по заготовке антиковидной плазмы нашего Минздрава, мы приготовили несколько доз этой плазмы в тестовом режиме. То есть наша цель была отработать эту технологию, посмотреть, как реагируют на это доноры, а потом уже второй этап, это уже скажут клиницисты, эффективна она при переливании или нет. Донором плазмы может стать человек, переболевший COVID-19, который при этом не имеет сопутствующих инфекционных заболеваний в возрасте от 18 до 55 лет. При этом у антител в его плазме должен быть определенный титр. Только в таком случае она может использоваться для лечения больных коронавирусом, в том числе находящихся в тяжелом состоянии. Сегодня, в настоящий момент, в республике 32 тяжелых больных. Часть из них находится на поддержке ИВЛ, часть из них находится на кислородной поддержке. Принимаются все меры и все современные методики, которые есть в России, наши медики стараются применить. Снижение смертности от коронавирусной инфекции является одной из задач, которая сегодня в том числе стоит перед нашим республиканским здравоохранением. И, конечно же, это является долгом чести и наших медиков, которые работают с ковидными больными. Как отмечают специалисты, технология производства антиковидной плазмы достаточно трудоемкая и требует много ресурсов. Однако, по расчетам врачей, в скором времени ее можно будет использовать для преломления картины с коронавирусом. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутск.